Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады вас приветствовать в нашем музее мордовской народной культуры. И сегодня мы с вами поговорим об интересных способах декорирования пасхальных яиц. Весной весь христианский мир отмечает светлый святой праздник Пасхи. И у многих с этим праздником ассоциируется обычай дарить друг другу крашеные яйца. А как же возникла такая традиция красить яйца на Пасху? С этим обычаем связано несколько гипотез, и одна из самых популярных версий связана с библейским персонажем Марией Магдалиной, которая была первой свидетельницей воскрешения Иисуса Христа. И она захотела оповестить об этой радостной новости самого императора Тиберия. И в то время к этому императору было не принято ходить без каких-либо даров, подарков. И у Марии Магдалины ничего не было, поэтому она могла взять только куриное яйцо. А почему куриное яйцо? Потому что оно символизировало собой новую жизнь и новый этап в развитии, вечное обновление природы. И поэтому Мария Магдалина взяла с собой яйцо и пришла к императору. И сказала ему: «Возрадуйтесь, Иисус Христос воскрес». Он рассмеялся и сказал: «Да это невозможно, точно так же, как твое яйцо станет красным». И в тот же миг яйцо окрасилось в красный цвет. И император поверил в эту новость. И вот с тех пор повелось, что на Пасху в честь этого случая окрашивали яйца. И вообще красный цвет символизирует собой кровь Христа, пролитую на кресте. И издавна сложилось несколько способов окраски декора яиц. Самые простые — это яйца отваривали в отварах, настоях различных трав, коры, корений растений, луковой шелухе, и украшали росписью, красками, яичными красками. И мы сегодня с вами попробуем такие новые, современные, интересные способы декора яиц. Итак, первый способ это при помощи декупажа. То есть мы будем украшать яйца при помощи элементов обычных салфеток. Вот такие вот получились результаты. То, что мы заранее делали. Что нам понадобится для этого способа? Уже, естественно, отваренное яйцо, желательно светлого оттенка, белый или хотя бы такого светло-желтого, теплого. Конечно же, салфетки сами красивые, с каким-то интересным рисунком. Это могут быть цветы, птицы, может быть какой-то другой орнамент. Мы выбрали такие салфетки интересные. И уже заранее я вырезала, чтобы не терять нам сейчас время, вырезала элементы, которые нужно будет наклеивать на наше яйцо. Также в качестве клея что используется? Натуральный клей, это белок яичный, обычный белок сырой. Белок отделяют от желтка и размешивают вилкой. Я предварительно уже размешала. Размешивают спокойно, чтобы не образовывалось пузырьков. Это для того, чтобы разрушить эту структуру белка, чтобы получилась однородная жидкость. И кисточка понадобится, конечно же. Кисточка у меня здесь это щетина козы, шестерка, но она такая плотная и жестковатая. Либо можно взять щетину, примерно такого размера. Чем больше, в принципе, тем лучше, потому что нам нужно будет покрывать всю плоскость яйца. Итак, мы начинаем нашу работу.
Так, сначала начну с наклеивания центральных деталей. Центральными деталями у меня будут вот эти пионы с листиками. Вот начну с вот этого пиончика. Приложу. Сначала намажу это место нашим клеем белковым. Прикладываем. Примазываем, разглаживаем самой кистью, пальцами. Желательно, чтобы детали вырезанные были как можно меньше, не были большими. Потому что если большие элементы будут у вас на яйце, то это может быть морщить, собираться складочки. Более мелкие детали позволят получить более аккуратную работу. Итак, наше яйцо готово. Первый вариант декорирования яйца в технике декупажа готов. Такой вот он. И еще один способ декорирования пасхальных яиц. Мы растворяем наши краски с помощью уксуса, напомню, 9% по 1 чайной ложке в каждый стаканчик. Яиц у нас с вами немного. В том случае, если мы красим большое количество яиц, конечно, нам нужно и порошкового красителя побольше, и уксусу нужно добавлять столовыми ложками, но нам с вами будет достаточно этого количества. К 1 чайной ложке уксуса мы в каждый стаканчик добавляем воду, простую, обычную, по 1 чайной ложке. Размешиваем нашу краску. Она замечательно растворяется. Если где-то не получается у нас растворить краску целиком, мы помогаем себе ложкой. Раствор должен получиться достаточно концентрированным для того, чтобы получился яркий цвет. Далее краску мы растворили. Берем мы с вами яйца и начинаем их обворачивать. Салфетка у нас достаточно тонкая, поэтому для того, чтобы эффект получился лучше, мы с вами возьмем по 2 салфетки.
и заворачиваем наше яичко. Заворачиваем его как конфету. Оставляем хвостики с одной стороны и с другой стороны. Я хочу сегодня окрасить 2 яйца, поэтому второе таким же образом мы заворачиваем в другую салфетку. Вот таким образом у нас получилось. И за эти вот хвостики удобно брать наше яйцо для того, чтобы красить. Далее берем мы с вами тарелочку, на которую будем выкладывать эти яйца. И с помощью ватной палочки можно, а можно просто брать нашу краску и наливать вот таким образом. Но стараемся мы с вами, чтобы этого было не очень много, и краска наша как бы перемежалась между собой. Красная, желтая, зеленая. Она может одна находить на другую. Повторяем мы с вами оттенки. Где очень темно, можем добавить другого оттенка краски. И вот все наше яичко, оно практически пропитано краской. Мы оставляем в сторонку, берем второе. Также с вами проделываем ту же самую работу. Берем один цвет, потом другой цвет. Основа тарелочка нам помогает, чтобы у нас все не растекалось по столу, а попадало на нашу салфетку. Желательно, чтобы вся салфетка промокла, тогда получится хороший эффект. Вот со всех сторон мы с вами промочили и точно так же откладываем на тарелку. 2 яичка наши с вами ожидают 20-30 минут времени, когда краска впитается, и потом мы посмотрим, какой эффект у нас получился. Что ж, 20 минут у нас с вами прошло, и мы смотрим, какой результат получился. Конечно, ожидать полного высыхания яиц не нужно, и мы начинаем с вами разворачивать нашу салфетку. И это окрашивание интересно тем, что каждый раз получается что-то новое. 2 одинаковых яиц у нас не бывает. Вот первое яичко, которое мы с вами получили. И второе яичко. Мокрая бумага хорошо отходит. И вот посмотрите. Второе яичко у нас с вами получилось. Для того, чтобы они в будущем были такие глянцевые, красивые, блестящие, их нужно будет смазать подсолнечным маслом. Но прежде чем это сделать, мы оботрем наши яйца, промокнем сухой обычной салфеткой, чтобы убрать с них лишнюю влагу. Одно яичко. И также мы поступаем со вторым. У нас уже приготовлено растительное масло. И с помощью ваты, ватного диска или салфетки мы начинаем обтирать наше яйцо со всех сторон растительным маслом. Потом масло впитается. Посмотрите, какое оно становится сразу блестящим по сравнению с другим яичком. Отложим в сторону уже готовое яйцо.
И салфеткой протираем второе наше яйцо. И как мы увидим, если мы хотим более яркие оттенки желтого или красного, мы просто должны будем их побольше добавить. И вот мы придали блеска, глянца нашим яйцам и приготовили два таких красивых, замечательных яйца. Начинаем второй этап декорирования пасхальных яиц. Я вас познакомлю с декорированием пасхальных яиц гофрированной бумагой. Гофрированная бумага, родина гофрированной бумаги – это Великобритания. Появилась она в 1856 году. И использовали гофрированную бумагу как подклад для шляп. Ну и такой закономерный вопрос. Не токсична ли гофрированная бумага? Она для человека безвредна, потому что там нет токсичных соединений. Поэтому она и для пищевых, для пищи, для яиц она безвредна. С чего мы начинаем? Во-первых, что нам нужно для декорирования пасхальных яиц гофрированной бумагой? Сама гофрированная бумага. Здесь у меня 4 оттенка гофрированной бумаги. Ну и, соответственно, 4 яйца. Яйца должны быть белого цвета. И 9% уксус 100 мл, ложка. Ну и так как мы используем, она будет окрашивать гофрированная бумага яйца, нам нужны будут перчатки, чтобы не испачкать руки. Я хочу показать исходный результат, какие яйца у нас должны получиться. Здесь у меня яйцо такого синего цвета, оранжевого цвета, красного цвета и зеленого цвета. Но вы сразу скажете, что они у нас разноцветные. Почему получились разноцветными, вы в конце сами поймете. Берем гофрированную бумагу синего цвета, а чтобы не испачкать руки, мы берем перчатки. Надеваем перчатки, будем работать в перчатках. Так. Берем яйцо. Яйцо должно быть уже заранее отваренное. Заворачиваем это яйцо в гофрированную бумагу и 9% уксус, и мы мочим вот эту гофрированную бумагу уксусом, 9% уксусом. Так. И у нас еще есть баклажка. Если яиц много, то баклажку можно брать повыше. Берем яйцо и кладем вот в эту баклажку. Но еще есть вот такой нюанс. То, что мы, чтобы бумага была очень такая мокрая, чтобы она краска стекала. Прошло 20 минут, наши яйца покрасились, наши яйца подсохли. И сейчас мы посмотрим наш конечный результат, какие они у нас получились. Мы их разворачиваем. Вот такое яйцо получилось у нас из зеленой гофрированной бумаги. Второе яйцо у нас было оранжевого цвета. Вот такой оранжевый оттенок. Следующее яйцо зеленого цвета. Более такое насыщенное получилось. Снимаем бумагу. Вот такое яркое яйцо. И последнее яйцо у нас синего цвета должно быть. Снимаем то же самое бумагу.
яйцо получилось. Видите, одна краска перетекала в другую, и у нас получился такой же результат почти, как и с салфетками и с пищевыми красителями. Также мы обтираем, убираем лишнюю влагу и для глянца, для блеска протираем ватным диском, намоченным в масле. Они будут такие яркие, блестящие получаются. Вот такое яйцо. Все яйца. Вот такое яйцо получилось. У каждого яйца свой оттенок, какая-то своя цветовая гамма. Ну и вы просмотрели 3 способа окрашивания пасхальных яиц. Надеюсь, какой-то из этих способов вам понравился. Вы на Пасху именно будете декорировать свои пасхальные яйца, используя наш мастер-класс. Всего вам доброго!